Всем миру, друзья! В истории сопротивления нерусских народов массовой христианизации особое место заняло восстание татар-башкир 1755 года под руководством Моллы Батырши Алиева, выдающегося деятеля освободительного движения, крупного богослова и оригинального мыслителя. Он родился в семье служилого татарина в 1710 году в небольшой деревне Карыш сибирской дороги Уфимского уезда. Алиев получил для своего времени фундаментальное религиозное образование. Сначала учился в мектебе у своего отца, а затем в медресе известных имамов Абдурахмана Тайсунгани, Абдусаляма Ураева. Последние годы его учебы совпали со временем, когда христианизация языческих и мусульманских народов Волго-Уральского региона приобрела массовый характер. После завершения учебы в Ташкещу Батырша 1,5 года обучал детей в деревне Баявыл Уфимского уезда. Затем около 4 лет исполнял обязанности имама в Исетской провинции. Через 5,5 лет после окончания учебы он вернулся в свою родную деревню Карыш, где стал имамом мечети и содержал медресе. Вскоре слава о нем, как об ученом имаме, знатоке шариата, справедливом при решении самых сложных спорных житейских вопросов, хорошем учителе и наставнике шакирдов, распространилась по всему Волго-Уральскому региону. Его небольшое религиозное учебное заведение, насчитывавшее всего 15 шакирдов, стало авторитетным медресе. Здесь обучались будущие имамы не только Уфимского, но и Казанского, Кунгурского уездов и Исетской провинции. В 1754 году Батырша был выдвинут на престижную должность ахуна сибирской дороги Уфимского уезда. При обсуждении кандидатуры Батырши на должность ахуна против него выступил старшина волости по фамилии Абдулин, который и предложил другую кандидатуру. Продолжительное время Уфимский уезд оставался территорией, автономия которой давала возможность мусульманам без особых притеснений придерживаться своей веры. Поэтому вполне естественно, что татары от религиозных гонений стремились скрыться именно здесь. Однако строительство крепостей, дополнительные меры по интеграции региона в состав России, чрезмерная миссионерская активность в начале 50-х годов 18 столетия, Тобольского митрополита Главатского на востоке и казанского епископа Канашевича на западе создали новую обстановку. Этот регион оказался зоной, приверженной сильному миссионерскому влиянию. Позже Батырша писал, что оглашен указ о том, чтобы старшина Эл-Табан со всей своей командой, оставив веру ислам, перешли в русскую веру. Жители долины Айза, уральцы и жители Ногайской дороги решили в силу нестерпимых мучений со стороны неверных приготовить боевое оружие, чтобы отвратить этих неверных, отомстить им и добиться возмездия. То же происходило и на западе Уфимского уезда. Население Осинской и Казанской дорог доведено до крайней степени бессилия от причиняемых им угнетений в вере и мирских делах. На волне всеобщего недовольства и возмущения татар, башкир, языческих народов Волго-Уральского региона Батырша пришел к выводу, что только путем вооруженного выступления можно остановить наступление миссионеров и сохранить религию. В середине 50-х годов 18 века недовольство мусульман достигло апогея. В марте 1755 года башкиры Ногайской дороги Уфимского уезда передали Батырше письмо, в котором сообщали о своей готовности выступить в мае. Батырша, пытаясь придать организованный характер стихийному возмущению народа, подготовил воззвание, призывающее начать активное вооруженное выступление 1 июля 1755 года, поскольку огонь злодеяний притеснителей, перешедший все границы, непреодолимо охватывая здания и постройки города нашей веры, почти разбивает и уничтожает цитадель нашей веры. Этот документ был широко распространен среди татар и башкир Уфимской, Кунгурской и Казанской уездах Исетской провинции, его шакирдами и ближайшими сторонниками, и сыграл главную мобилизующую роль в организации бунта. Воззвание и письмо Батырши императрице, материалы следственного дела, другие документы наглядно подтверждают его выдающуюся роль в организации восстания. События развивались стремительно.
Башкиры Бурзянской волости Уфимского уезда в середине мая 1755 года начали активные действия. 15 мая башкиры во главе с Джилан Идкуловым и Худайберды расправились с начальником горно-изыскательных работ Брагиным и его 6 помощниками. 18 мая бунтовщики разорили Сапсальский ям Исетского тракта и двор Брагина. Кроме того, они стали нападать на проезжавших чиновников, расправлялись с находившимися в почтовых станах драгунами. Участники мятежа и семьи, и их родственники были арестованы, скот и имущество в итоге конфискованы. Чтобы не допустить впредь волнений среди башкир, было принято решение о строительстве в центре Бурзянской волости Зилаирской крепости, которая обеспечивала бы эффективный контроль над действиями беспокойных башкир. Привлечение башкир к строительству этой крепости, продолжавшееся насилие над местным населением вызывали новое недовольство. Вторым центром подготовки вооруженного мятежа стала Гаининская волость Уфимского уезда. Главную роль в подготовке здесь сыграли муллы Чурангулов, Мурзалиев и Имангулов. Мулла Батырша еще в конце мая 1755 года послал своего ученика Шакирда Апкина в Гаининскую волость с тем, чтобы там распространить воззвание. Шакирд отвез это письмо и благополучно возвратился в Карыш. Начало бунта Батырша связывал с результатами своей поездки в Оренбург, якобы для покупки религиозной литературы, а на самом же деле для встречи по дороге с бурзянцами и выяснения настроения людей. Не случайно позднее Айметьев эту поездку назовет разведывательной. Батырша совершил поездку в Оренбург вместе с Шакирдом Юнусовым. По пути в губернский центр он встретился с бурзянцами, выяснил причины их раннего выступления и поражения, планы на будущее. В Оренбурге Батырша встретился с ахуном Ибрагимом, который ему сообщил, что ахуны Оренбургской губернии приняли решение о присвоении ему духовного сана шейх. От данного звания Батырша отказался. В Каргалах Сиитова Слобода Батырша увиделся с представителями мусульманского духовенства, в том числе со своим учителем Ахумом Абдусаламом Ураевым. И с ним дважды обсуждал различные религиозные вопросы, ходил по гостям. Отсюда он послал письмо сотнику Мамашеву Алатской дороги Казанского уезда с сообщением о том, что в Уфимском уезде все 4 дороги согласились и готовы выступить. Просил, чтобы казанские татары были в готовности. Вполне вероятно, что именно здесь окончательно были согласованы время нового выступления. Согласно договоренности с Батыршой, но совершенно неожиданно для местной губернской и провинциальной администрации, 9 августа 1755 года башкиры из уральской части Бурзянской волости восстали вновь. Отряд из башкир численностью 50-60 человек во главе с Яубасаром Аздуровым в деревне Запяново убили вновь назначенного старшину из служилых татар Абдулла Вагапова, его писаря и 2 мещеряков, совершили нападение на тех, кто был на правительственной стороне. В тот же день, 9 августа, мятежники напали на строящийся на реке Их-Вознесенский медный завод барона Сиверса. Отогнали 34 лошади, сожгли надранную бересту. В ряде мест подожгли лесные угодья. 9 августа мятежники совершили неожиданный набег на Преображенский медный завод Ивана Твердышева. Мятежники были хорошо вооружены копьями, саблями, луками и стрелами. Были у них и боевые знамена. В военном отношении самая впечатляющая победа над регулярными войсками была одержана 18 августа. В 30 верстах от Зилаирской крепости отряд Кучукбая окружил и истребил команду капитана Шкапского в составе роты драгун 50 казаков, которые были направлены Бехметовым из Зилаирской крепости для защиты Авзяно-Петровского завода графа Шувалова. Отряд драгун и казаков был направлен с соблюдением всех предосторожностей по наиболее безопасной дороге, где, по сведениям, никакой встречи с башкирами быть не могло. А между тем мятежники именно здесь и преградили отряд движения, ввязались с ними в настоящее сражение, используя затруднения отряда, проходившего по узкой лесной тропе,
со многими топными местами, где застревали лошади, повстанцы окружили отряд со всех сторон и после двухчасового упорного боя уничтожили почти всех целиком. В живых остались лишь 2 крещенных калмыка и 3 башкир. В этом сражении погиб один из руководителей восстания Кучукбай. 20 августа пламя восстания полыхало в Усерганской, Бурдзянской, Тамьянской, Тангаурской, Бушман-Кипчакской, Сёвун-Кипчакской властях. Жители этих мест поднялись семьями, чтобы перейти Яик и скрыться среди кыргыз-кайсаков. Беглецы вступали в сражение с посланными против них командами. Пойманные башкиры говорили, что они намерены вместе с кыргыз-кайсаками на крепости нападения чинить, русских побивать, а табуны отгонять и прочие бедствия производить. Для подавления мятежа оренбургский губернатор Неплюев предпринял ряд мер. В район выступления башкир были направлены московский, ревельский и троицкий полки с приказом не щадить никого, жен и их детей для искоренения страха. К подавлению восстания были привлечены калмыки, донские и оренбургские казаки общей численностью в 3000 человек. 27 и 28 августа бунтовщики под руководством Мустая и Акбаша убили старшину Ганинской волости Куджагулова за великие денежные сборы. Во многих деревнях, в том числе и в Башапе, Сунтанае, Тюнгане, Аклуше, состоялись собрания местных жителей, где выступили Чурагул и Исхак и местный ясачный татарин Ягутеев. На этих собраниях зачитывалось воззвание Батырши, которое местными жителями воспринималось как призыв к открытому восстанию. Однако подготовка бунта так и не стала прелюдией активных действий восставших. Причиной тому послужило решительное выступление нового старшины Ганинской волости Ишбулатова, занявшее место убитого Куджагулова. Став во главе волости, он немедленно развернул активную работу по срыву антиправительственных выступлений на вверенной ему территории. Иного пути для укрепления своего положения, как старшины, у Ишбулатова не было. Он на протяжении более чем 20 лет бессменно будет волостным старшиной. Его изберут членом Екатерининской комиссии, где этот депутат также проявит большую активность. Встреча противников состоялась в деревне Кызыл-Яр. Здесь скопилось до полусотни повстанцев. Сторонники Ишбулатова, не встретив активного противодействия, рассеяли собрание в деревне, участники которого разбежались врознь. Это событие стало переломным в истории бунта. Потерпев поражение, сторонники мятежного муллы уже не сумели организовать вооруженного выступления. Получив известие о неудаче мятежников Ганинской волости, Батырша вместе с семьей и ближайшими 8 соратниками и учениками, вооруженными копьями и луком, скрылся в лесу 1 сентября. По показаниям Асанова, Батырша ушел в лес после получения известия об аресте в Ганинской волости посланных им Исмаила и Ахмера. Власти приняли экстренные меры для изоляции и подавления возможных волнений. 25 сентября 1755 года на Осинскую дорогу Уфимского уезда были направлены части Троицкого драгунского полка под командованием капитана Жеребцова. Организованного сопротивления эти войска здесь уже не встретили. Участники волнений, 6 активных сторонников Батырши, были пойманы и привлечены к следствию. 3 сентября 1755 года императрица Елизавета Петровна отменила переселение некрещенных татар, живущих с крещенными в одних деревнях, а жалобы некрещенных на татар повелела разбирать в Казанской губернской канцелярии вместе с духовными персонами, особливо по нынешним известным обстоятельствам. Таким образом, отменялась наиболее дискриминационная практика переселения некрещенных татар, а их жалобы теперь должны были рассматривать светские власти, правда, вместе с миссионерами, что ранее представить было трудно. При этом закон предписывал более внимательно отнестись к взаимным обвинениям с учетом известных обстоятельств, то есть восстания Батырши. 27 сентября 1755 года события в Уфимском уезде были обсуждены на совместной конференции Сената иностранной и военной коллегии. Было принято согласованное решение о докладе императрицы. Предлагалось впредь больше не взыскивать с иноверцев за новокрещенных доимочных, новых нарядов рекрут и подушной
по 1755 год и перевести в другие места Тобольского митрополита и Казанского архиерея. Сенат 14 сентября 1755 года постановил раздать участников восстания навечно как крепостных и перевести их в веру греческого исповедания. Задержанные в ходе бунта башкиры в октябре 1955 года были отправлены в Москву. По одним данным в количестве 213 человек, по другим 221. Из этого числа по дороге умерли 97 человек, по другим 139. Расследование причин массовой гибели арестованных показало, что им на еду давали всего по 1 копейке в день. В пути их немилостиво убивал солдат Василий Хренов. Мулла Батырша вместе с Шакирдом Яхьей еще в течение целого года скрывался от властей. Поимки мятежника долго не давали результата. Власти искали Муллу Батыршу и его Шакирда не там, где он скрывался. Первоначально беглецы хотели затеряться в Казанском уезде, однако ужесточение паспортного режима не позволило им осуществлять задуманное. И Батырша выбирает Надыровскую волость, знакомую ему по годам учебы в медресе деревни Тайсуган. Зиму они провели в старом ауле Надира, ныне село Сугушлы Лениногорского района. Батырша был задержан и передан властям 8 августа 1756 года. Получив данное известие, императрица Елизавета Петровна 25 августа повелела злодея Батыршу секретно привести сюда и отдать в тайную канцелярию, а того старшину, который его поймал, обещано ему отправить сюда сказать о представлении императрицы. 11 соратников Батырши, арестованные в ходе расследования, также были отправлены в Санкт-Петербург в канцелярию тайных разыскных дел. В ходе следствия 4 арестованных, не выдержав методов допроса, погибли. В Москве Батыршу склонили к даче письменных показаний. В письме Батырша изложил социальные и религиозные мотивы восстания и просил царицу устранить несправедливость и насилие. Он прежде всего требовал свободы вероисповедания, прекращения принудительной христианизации. Если это будет достигнуто, то императрица увидит в мусульманах преданных слуг своего государства. 30 ноября Мулла был отправлен в Санкт-Петербург для продолжения следствия. В ходе следствия в Санкт-Петербурге роль переводчика выполнял Турчининов, предупрежденный о неразглашении тайны допроса. Весной 1957 года Батырша попросил к себе христианского закона духовную персону. 24 марта произошла встреча с ключерем и священником Петропавловского собора Липецким и состоялась беседа о христианской вере. Эту встречу с православным священником Батырша еще раз пытался использовать для того, чтобы настоять на встрече с императрицей. Он говорил, что хочет донести сам о невыносимых обидах, а именно о насильственном крещении из магометанской веры в христианский закон. После тщательного расследования Батырша и 10 его соратников были признаны виновными в организации бунта. Его наказали кнутом, вырезали ноздри и пожизненно заключили в Шлёссербергскую крепость. Один из главных организаторов поимки Батырши, мещерятский старшина Диваев, 24 декабря 1756 года в Санкт-Петербурге был представлен императрице, награжден платьем серебряным, ковшом с надписью и саблей. Батырша погиб 24 июля 1762 года в Шлиссельбергской крепости в неравной схватке со своей охраной. Таким образом, изучение истории восстания под руководством Батырши показывает, что оно стало новой ступенью в процессе сопротивления иноверцев Волго-Уральского региона политике принудительной христианизации. Это восстание, активная фаза которого была довольно непродолжительной, охватила значительную территорию, большая часть Оренбургской губернии. Имела более широкую этническую основу: татари, типтяри, башкиры, казахи, и гораздо более серьезные последствия, непосредственные и отдаленные для мусульманского населения региона. Под принятием бунта правительство пошло на некоторые уступки в отношении тех слоев нерусских народов края, которые сохранили прежнюю религиозную идентичность. Это были первые реальные шаги на пути изменения религиозной политики российского государства в сторону ее либерализации. Вместе с тем мусульманское население было удовлетворено лишь отчасти. Его христианизация продолжалась. Существенный поворот
в религиозной политике произошел позднее, после воцарения Екатерины II. Российское правительство было вынуждено отказаться от планов массовой христианизации мусульман, встало на путь постепенного признания исламской религии и легализации деятельности мусульманского духовенства. Тем самым был дан шанс сохранению исламской цивилизации в России. Есть основания полагать, что в возникновении новой исторической ситуации не последнюю роль сыграло восстание Батырши. Таковы были его отдаленные последствия. Друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных видео о нашей истории. Ассаламу алейкум, сау, благо, и до новых встреч. Пока.